Сначала начал строить свой спортзал, а после своего спортзала с мальчишками построили футбольную коробку и пошло-поехало. Начали приклеиваться мальчишки, мальчишки начали приклеиваться уличные. Вот их энергию, их энтузиазм мы пустили вот в нужное русло. Если не толкать, не пинать, если все пустить на самотек, ну, мы затухнем. Хочется все-таки видеть развитие города. Сейчас вижу, что с каждым мероприятием людей все больше и больше, и доверяющих, и помогающих. Это все приятно очень. Раньше, да, было недоверие, было кем-то навязано, что мне это зачем-то нужно, что я преследую свои какие-то цели. Никаких целей я не преследую. Мне просто хочется видеть развивающее общество, мне хочется видеть просто сильное государство. Мы в 90-х годах видели развал страны. Я не хочу, чтобы мы ходили по краю, я хочу, чтобы мы развивались. По поводу криминального прошлого, это все ерунда. Я приехал работать 19 лет сюда. Ничего сверх такого какого-то страшного у меня в жизни никогда не было. Я никогда никого не обижал, никогда ни у кого ничего не отбирал. Жил честно, порядочно. Ну, друзья были, конечно, разные. Но зато благодаря вот этому опыту прохождения всех этих подворотен мне дало возможность видеть проблему изнутри. Сейчас я конкретно пытаюсь не допустить молодежи ни к чему такому, чтобы они именно вели здоровый образ жизни, чтобы они воспитывались благородными. Но мы не считаем себя оппозицией. Мы всегда были готовы к диалогу. Мы всегда, когда к нам обращались, помогали. Но иногда мы говорили, не иногда, а всегда, когда есть какие-то проблемы, мы говорим в лоб. Это кому-то не нравится, но мы имеем четкую позицию, что можно делать, что нельзя делать. Мне нравится чувство обязанности, но я не хочу, чтобы на меня упал такой груз, с которым я не справлюсь. Я люблю выполнять все полностью свои обязательства. Стараюсь, чтобы ни одно мое обещание не оставалось пустым. Абсолютно нормально, с Евгением Александровичем всегда разговариваем, всегда можно посоветоваться, всегда можно предложить, попросить помощи. Я сталкивался с Андреевым, да, это самый вроде бы сильный оппозиционер, но у меня к нему сложилось сразу же недоверие. Человек очень щеголял своим образованием, журфака, да, какой он умница, какой он мудрый, умный, что, ну, в общем, получилось какое-то немножко недоверие к ним, видно было какое-то лукавство и тому подобное, поэтому, но это у меня сложилось, это сугубо мое личное мнение, поэтому я все-таки пойду за Вячеславом Михайловичем голосовать. Тяжелое очень настроение. На фоне нестабильности можно выглядеть лучше. То есть я видел, что работа, допустим, оппозиции – это расшатывание власти. Поэтому хочется, чтобы работали все в одну дуду. Оппозиция явно должна быть, но она должна быть действующей. То есть не одна критика, выполнение какой-то работы, да, а социальная работа. Поухаживать за той же бабушкой, выйти на субботник – это не проблема. От нашей оппозиции я слышал, что мы ничего не обязаны, мы ничего не будем делать, это должны делать другие, должны все делать, кроме нас. Пока, кроме того, что критиковать и обливать всех грязью, ничего не делать со стороны нашей оппозиции. Я как бы думал на эту тематику, да, с одной стороны. Это дает возможности делать намного больше. Я планировал пройти в горсовет на прошлых выборах, пытался, хотел, да. То есть, если бы я туда прошел, я просто бы делал больше. Мне бы легче было разговаривать. Нет, я себя, конечно, чувствую львом, но все-таки львом с ранимым сердцем.
Я боюсь какого-то предательства, боюсь обидеть кого-то. Меня спрашивают, почему ты не занимаешься бизнесом, если, в принципе, ты входишь во все кабинеты. Я бы бизнес свой раздал. То есть мне жалко абсолютно всех. Я стараюсь всем помочь. Иногда это съедает полностью свободное время и самого себя изнутри. Когда видишь, что не можешь помочь, а пытаешься помочь, и не получается помочь, это очень сильно расшатывает.